Следующий залог тувинского языка – понудительный залог. Он имеет два значения. Первое значение, собственно, понудительное значение. Обозначает действие с различным оттенком понуждения, вынуждения, заставления, допущения что-либо сделать. Второе значение – страдательное. Смысл ее – позволять что-либо сделать с собой, подвергаться какому-либо действию. Теперь рассмотрим аффиксы понудительного залога. Первый аффикс, аффикс «т», присоединяется, если основа глагола заканчивается на гласный звук и в многосложных основах, оканчивающихся на букву «р». Например, глагол «чорур» – «уходить». Основа «чору». Еще раз напомню, что в тувинском языке нет неопределенной формы глагола. Инфинитив, то есть неопределенная форма глагола, на тувинский язык переводится как глагол в будущем времени. Дословно «чору» это будет переводиться как «уедет». Но принято, что слово «уезжать», инфинитив, переводится на тувинский язык глаголом «чорур». Вот. Так что и вот здесь вот основа «чору» оканчивается на гласную. В понудительном залоге присоединяется аффикс «т». Будет «чорут». Вот это вот основа. А глагол полностью будет «чорудар». Буква «т» означается «чорутар». На русский язык это слово переводится как «посылать кого-то», «куда-то послать». А в тувинском языке он имеет следующее значение. Дословно на русский язык он переводится как «заставить кого-то уйти». Так как здесь имеется аффикс понудительного залога «т», «чорур» – «уходить», понудительное значение – «заставить кого-то уйти». Не посылать, а заставить уйти. Чорудар. Следующий пример. Олрар. Основа олур – многосложное слово, которое состоит из двух слогов ол и ур и заканчивается на букву р. Поэтому присоединяется буква т. Олур. Глагол полностью будет олуртур. Олуртур. Олрар глагол переводится как садиться в понудительном залоге, заставить, вынудить, побудить, сесть. Не сажать, а заставить, побудить, сесть. Ну а на русский язык, конечно же, переводится как сажать. Вот. Значит, «т» присоединяется, если основа заканчивается на гласные. И в многосложных основах, заканчивающихся на букву «т». На «р», на букву «р». Как в этом примере. Олрар. Следующий аффикс. Аффикс «тр». Тырь, тур, тыр. В зависимости от гласной буквы в основе присоединяется соответствующий вариант аффикса. Он присоединяется в том случае, если основа глагола заканчивается на глухую согласную. Кроме тех случаев, кроме некоторых односложных основ, заканчивающихся основ на ша, т. Вот эти случаи далее разберем.
Например, глагол казар. Основа ее. Кас. Казар значит копать. Кас в понудительном залоге присоединяется аффикс тр. Будет кастр. А глагол уже полностью будет кастраж. Заставить копать. Вынудить копать. Кастраж. Следующий аффикс др. Дирь. Дур. Дюрь. Присоединяется к основам, заканчивающимся на звонкие согласные. Кроме «р». Например, глагол толар. Заполняться. Основа ее тол, заканчивается на звонкую согласную, присоединяется аффикс толдрар, толдур, толдур. Глагол полностью будет толдрар. Наполнять, заполнять переводится. Толдрар. Что-то вынудить, наполниться. Что-то побудить, заполниться переводится. Толдрар. Следующий аффикс. Р, ир, ур, ир. Они присоединяются к односложным основам. На букву Ш и Т. Пример. Пожар. Переводится как созревать, спелеть. Основа ее пш. Присоединяется аффикс понудительного залога пожар. Поэтому глагол полностью будет пожрар. Основа пш, аффикс р. Пожрар. То есть давать спелеть, вынуждать спелеть, созревать. На русский же язык он переводится как жарить, печь. Вот. Пример с буквой Т. Глагол падар. Основа пад, аффикс р. Глагол полностью падрар. Падар значит спускаться. Падрар понудить, вынудить что-либо спуститься. На русский же язык переводится как опускать. Падрар. Следующий аффикс. Гыс, юс, гус, юс. Присоединяется к односложным основам, заканчивающимся на букву «р». Например, глагол «гör». Основа ее «гör». Присоединяется аффикс «гюс». Глагол полностью будет «görgüzer». «Gör» — смотреть, «görgüzer» — заставлять смотреть, вынудить смотреть. На русский язык же переводится она как «показывать». А в тувинском языке дословно он переводится как «заставить смотреть на что-то». Не показывать, а заставить смотреть. Также имеется разновидность вот этих вот аффиксов, как «ос», «ис». Они присоединяются к основам односложным, заканчивающимся на букву «а» и «л». Например, слово «алыр».
забирать. Основа ее ал. Присоединяется аффикс с. Алыс. Глагол уже полностью будет алзыр. Это беглое гласно исчезает. Алзыр. Буква С означается. Алзыр. Алыр – брать. Алзыр переводится как дать себя взять. Позволить себя взять. На русский же язык переводится как поддаться на что-то. Алзыр. Следующий пример. Агар. Течь. Основа ак. Аффикс ыс. Агыс. Глагол полностью аксыр. Течь. Давать течь. Аксыр. Пускать воду. Цедить.